предложение, как всегда, избирать из 3 человек. Согласны с этим? Согласны. Прошу проголосовать. Единогласно. Есть список у нас персонально, можно его прогласить? Есть список, да. Да, вот 3 человека. Бусов Юрий Артемьевич, Воронков Евгений Владиславович, Лаврентьев Василий Михайлович. А у нас незаменимый секретарь Осипов, он всегда сидит на месте. Президиум мы его не посадим. Начальник штаба. Да. Так, давайте проголосуем. Кто за то, что президиум заняли вышеуказанные товарищи, прошу проголосовать. Единогласно. Президиум, прошу занять свои места. У нас на сегодня на повестке дня 5 вопросов. Позвольте их зачитать. Первый вопрос. Так, первый вопрос нашей повестки дня. У нас сегодня присутствует первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Воронков Евгений Владиславович. Поэтому первым вопросом мы включили его вопрос, что у нас творится сегодня в Чебоксарском горкоме КПРФ. Второй вопрос. Отчет о проведенной работе и о проведенных мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения за январь-декабрь 2019 года. В соответствии плану работы Чебоксарского городского совета Союза советских офицеров, утвержденного 28 января 2019 года на общем собрании Союза советских офицеров. Докладчик, председатель Чебоксарского городского совета Союза советских офицеров Лаврентьев Василий Михайлович. Утверждение плана работ Чебоксарского городского Союза советских офицеров и Всероссийской международной общественной организации Союз советских офицеров за первое полугодие 2020 года. Четвертый вопрос. Подготовка и активное участие в месячнике по военно-патриотическому воспитанию молодежи и мероприятия, проводимых Чебоксарским городским советом Союза советских офицеров, посвященных 102-й годовщине Советской армии военно-морского флота и 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 41-45. Докладчик, председатель Республиканского совета Союза советских офицеров Босов Юрий Артемьевич. Четвертый вопрос. Отчет ревизионной комиссии по членским взносам, прочие вопросы. Вопрос по дополнительному сбору денежных средств за установку бюста Сталина на главном фасаде Чебоксарского райкома КПРФ. Ведь этим докладчик Осипов Виталий Петрович, заместитель председателя начальника штаба Совета Союза офицеров города Чебоксары. Вот эти вопросы. Выступающим дается 5 минут, не более 5 минут. У кого есть добавление? Если есть добавление, прошу высказаться. Пожалуйста. Выступающим и докладчикам строго соблюдать регламент. Это вы очень долго выступаете, а выступающим слова не хватает, времени не хватает. Понятно. Будем учитывать. По первому вопросу выступающий просит, давайте утвердим регламент тогда. По первому вопросу выступающий просит 15 минут. Нет, 10 минут, 10 минут. Не надо. По второму вопросу, значит, 20 минут. По третьему вопросу 10 минут. По четвертому вопросу 15 минут. И пятый вопрос Осипов 10 минут. И выступающий до 5 минут. Начинаем работу. Слово предоставляется первому секретарю Чебоксарского горкома КПРФ Воронкову. Я не отниму.
Вот я хотел бы остановиться, вот как раз 20-й год, он год выборный как раз, вот, по выборам хотел маленько это самое остановиться. Вот, Чебоксарскому городскому комитету КПРФ поставлена задача победить на предстоящих выборах, ведь нынешняя власть всячески хочет затопить честных граждан, чтобы держать народ на коротком поводке, и чтобы олигархи еще больше богатели. Все эти негативные оценки присущи современной России, где власть служит делу богатейших слов буржуазии и мировой финансовой олигархии. Ведется ущербная политика максимального сокращения социальных расходов, ограничения инвестиций, повышаются налоги на бедных иностранцев, передается контроль над базовыми отраслями. Все население загнано в долговую яму, растет число нищих, при этом растут цены и тарифы, на чем процветают банки и финансовые спекулянты. Отмечены черты полного кризиса, характерной нашей родной Чувашии, которая в канун своего столетия усилиями действующей власти опущена до самого низкого социально-экономического уровня, вследствие чего правительством России вынуждено включено в число 10 самых отстающих регионов России. Особые задачи по мобилизации трудящихся на борьбу с капиталом стоят перед Чебоксарским городским отделением КПРФ. Республика занимает предпоследнее, 84-е место по уровню доходов граждан. Низкая заработная плата, которая в среднем составляет 62% от средней зарплаты по России, при средних розничных цен на выбор потребительских товаров и услуг, которые составляют 87% от показателей России. В ходе предстоящих выборов главы Чувашской республики в 2020 году и депутатов представительных органов местного самоуправления создается реальный шанс обеспечить победу представителей КПРФ. Предстоит выделить жесткую борьбу, обеспечить смену политической и социальной политики в пользу трудящихся республики. Чебоксарскому городскому комитету КПРФ в 2020 году необходимо определить опорные трудовые коллективы, улучшить работу в рабочей среде, среди учителей, врачей и других групп трудящихся, в том числе по месту жительства, находить контакты и поддержку в профсоюзных организациях. Уважаемые товарищи, я к чему это все говорю? Чтобы победить на выборы, мы должны всегда приходить на митинги наши, потому что я вот прошу прощения, вот полный зал сейчас здесь сидит, а на митинге очень мало народу приходит. Чтобы нам победить, чтобы народ видел, потому что КПРФ является единой платформой всех общественных организаций. Дети войны, Союз советских офицеров, Надежда России. И вот к этому, уважаемые товарищи, плавно я перейду к 23 февраля. Ведь 23 февраля 2020 года исполняется 102 года со дня создания Красной Армии, которая обеспечила независимость нашей социалистической Родины и стояла на страже интересов рабочего класса и трудового крестьянства. Согласно плану мероприятий Общероссийского штаба протестных действий, в этот день на всей территории страны пройдут массовые мероприятия. Акции дают старт подготовки к 75-летию годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Начало года показало нам, что в обществе и в государственном устройстве грядут значительные перемены на фоне подготовки изменений в Конституцию, формирования нового правительства и грядущих выборов в Государственную Думу. Власти пытаются протолкнуть все неудобные проекты. Задачей партийных и комсомольских организаций в текущий период является организация широкого протеста против попыток усиления давления властей на права трудового народа. Новый председатель правительства РФ Мишустин, который избрался, уже отказался рассматривать вопрос о снижении налогового бремени на простых людей и введении прогрессивной шкалы налогов, на чем настаивал КПРФ. Острее становятся мусорные проблемы, в которые подключается проблема захоронения везенных из ружья отходов. В армии чаще стали проявляться конфликты среди рядового состава. Понимаете, вот как 23 число, как раз вот мы будем проходить митинг, и второй вопрос как раз будет являться социально-экономическое развитие Чувашской республики и Российской Федерации. Уважаемые товарищи, я вас очень прошу, вот кто сидит здесь в данном зале, пожалуйста, подойдите на митинг. Заявку мы завтра подадим в 10 часов. С 10 до 12 часов будет проходить наша протестная акция.
И просим 23 числа всем дружным составом подойти на митинг. Доклад закончен. Да, в 10 часов площадь Ленина. Да, завтра мы подадим заявку, скорее всего, там утвердят. 10 часов 23 числа. Все, доклад закончил. Вопросы? Вопросы есть? Главу республики Рад Капараев есть кандидатура какая, нет? Да, кандидатуры будут рассматриваться. Валентин Сергеевич сам на главу не будет. Пока кандидатуру предложили депутату Государственного совета Андреева Александра Михайловича. Пока будем рассматривать данные вопросы. А кто такой? Депутат Государственного совета Чувашской республики. Андреев Александр Михайлович. Да, член. Он, получается, в Чебоксарском районе. Служил, А? в армии служил. Андреев, если мне не изменяет память, он в армии не служил. Да, Надо в армии служить. да, конечно. Я тоже говорю, надо человек, который отслужил в армии, отдал долг. Совершенно верно. Вот, Принял правильно присягу сказали. еще? Да, который принял присягу. Если мне не изменяет память, Андреев в армии не служил. Я, кстати, с вами очень солидарен в данном вопросе. Да, конечно. Должен быть. Вот, правильно, офицер. Я сам служил, тоже понимаю вот это все. А Андреев не служил, получается. Еще вопросы? А? Другой подходящий. Ну, другие подходящие кандидатуры будут озвучены маленько позже. Там, да, пока еще не самое. Но пока вот на данный период пока вот эта вот кандидатура. Казанков. Еще, да? Прошел отчетный год работы Чебоксарского городского совета Союза советских офицеров. Немало труда было вложено нашими членами Союза советских офицеров. Это лекторская группа, которые в течение года провели более 150 мероприятий. Это научно-практическая конференция, народничные темы, уроки мужества в школах Новочебоксарска, мероприятия, связанные с памятными и историческими датами, которые проводились в Музее боевой славы города Чебоксары, средних общеобразовательных школах города Чебоксары, Новочебоксарска, в мемориальном комплексе «Победа», в Национальном музее, Национальной библиотеке, Музее космонавтики в Шоршилах, площади республики и так далее. Из года в год наша лекторская группа проводит различные мероприятия в одном и том же составе. Хотя до каждого собрания мы старались привлечь и расширить лекторскую группу из активных членов Союза советских офицеров, желающих принять участие в военно-патриотическом воспитании нашей молодежи. Но, к сожалению, желающих пока не нашлось. И сегодня даже заявляю, что желающих помочь и участвовать в воспитании наших детей, внуков, молодежи, ознакомить историей советской армии, историей Великой Отечественной войны, прошу подойти в президиум, оставить свои данные, фамилия, имя, отчество, где проживаете и номер телефона обязательно. Хочу еще раз назвать имена наших активистов, членов лекторской группы Чебоксарского городского совета Союза советских офицеров. Это полковник Мукин Виталий Андреевич, полковник Волков Валерий Андреевич, полковник Егоров Геннадий Аристархович, полковник Лабутов Владимир Михайлович, хотя он в последнее время не посещает наше собрание, подполковник Семенов Николай Иванович, подполковник Курманин Валентин Владимирович, тоже в последнее время не ходит на наше собрание Союза советских офицеров, подполковник Шашкин Евгений Владимирович. К сожалению, вы знаете, он скончался 1 октября прошлого года. Майор Осипов Виталий Петрович, майор Пупин Федор Степанович, капитан-лейтенант Лаврентьев Василий Михайлович, капитан Туркин Владимир Ильич. Нас знают через его передачи. Это Антонов Олег Владимирович, по-другому Олег Самана. Вот он снимает, вы все знаете. В молодежной среде духовности, нравственности,
понятие чести и достоинства человека. Дата проведения постоянно ответственный председатель Чебоксарского городского совета Союза советских офицеров и члены совета. Пункт 1.2. Принять участие в торжественном мероприятии и церемонии по возложению венков к мемориалам и памятникам и награждение активных участников ССО. Дата проведения 23 февраля 2020 года. Ответственный совет Чебоксарского городского совета Союза советских офицеров. Пункт 1.3. Принять участие в возложении венков и цветов к памятнику Ленину совместно с Чебоксарским горкомом КПРФ. Награждение победителей и активных работников юбилейной медалью 150 лет Владимиру Ильичу Ленину. Дата проведения 22 апреля 2020 года. Организовать встречу офицеров запасов депутатами Государственной Думы. Это было бы положительно для нас. Спасибо, будем обязательно учитывать. Может быть, даже мы переделаем на план на первое полугодие. Или мы ее включим во второе полугодие 2020 года. Ну, обязательно будем учитывать. По возможности, Спасибо. они приедут, можно организовать. На 75-летие Победы наверняка приедут, да, и на первом полугодии, да, организовать, да. Есть другие вопросы? Если вопросов нет, товарищи, давайте утвердим данный план работы. Кто за то, чтобы утвердить план работы на первое полугодие 2020 года, прошу проголосовать. Спасибо, единогласно. Доклад закончен. Товарищи, этот год предстоит действительно масштабного такого характера, потому что времена тяжелые, сами чувствуете, что сейчас в этом году ожидается. В связи с посланием Путина, который нам наобещал золотые горы с российского народа. А я так думаю, что они там ничего это не изменит, сами мы это увидим. Но тем не менее, конечно, будем надеяться, что это будет. Компартия на утверждение Мишутина воздержался, потому что конкретно пока ничего не ясно, что дальше будет продолжаться. Это раньше нельзя было это делать, что ли? Столько времени уже не нищих у нас столько, сколько у нас народ страдает. Офицерам сколько раз обещали пенсию индексировать. Вот только опять в этом году осенью будут индексировать. А зато они обеспокоились, гвардию сейчас повысили, милиции, все эти, которые сидят на шее. Понимаете как? Вот они все власть. Правильно здесь Воронков сказал, что нам надо объяснять народу, рассказать. Лето начинается, дача начинается. Обязательно объяснить им, к чему мы идем и что творится. Это обязательно. И еще в связи с выбором я не буду. У нас мало участвует на наблюдателя Союза офицеров. И кандидатов у нас нет. Вот у нас сейчас есть выборы будут, городское собрание. Давайте подготовим кандидата одного хоть Союза советских офицеров, который в армии служил. Мы же имеем право такое. Можем такого? Давайте подберем и представим в горкому. Мы это имеем, право. У нас есть такие, которые грамотные, которые могут действительно. Но надо это подготовить. Кто в советской армии служил? Да. Ну это понятно, разговора нет. В армии, так как и принято, в Госдуме об этом даже говорили, правительство сказало, что должен быть руководящий, который в армии служили. А у нас все сидят, которые в армии вообще не служили. Вот это сидели министерство Медведева, это ведь сам он не служил в армии-то. Это ладно, это касается это политики. Это поэтому надо в этом году работать. Вот сейчас вопрос о том, что вот городское собрание председатель рассказал. Значит, я по этому вопросу, значит, конкретно остановлюсь. Самое ближайшее это на 23 февраля. Собираем заявку 10 подам лично председателем моим, Ивен. Сам лично поеду сдам, если так как было 9 мая нам отказали, когда мы ходили, полковник собрал, но все-таки добились. Вот это обязательно. Главное, надо участвовать. Вот медали, сейчас я вот посчитаю, сколько людей дали, и вот посмотрю, как вы будете. Медали, если будете, не будете участвовать, на этих мероприятиях не получите. Деньги возвращаем брать, я их не Офицеры у врагов. До собрания вот... Теперь ругать их стало модно. Они, мол,
делали не так. И все это было не свободно, не государство, а ГУЛАГ. И все как будто бы страдали в стране неправильной своей. Не те знамена поднимали, не тех прославили вождей. Они державу создавали, пахали через «не могу», любили, верили, мечтали, назло невзгодам и врагу. За нас, за Родину сражались, стеной стояли, как один. Не все с победы возвращались, не все дожили до седин. Гордитесь предками своими и откровенно, не таясь, снимите шапки перед ними и поклонитесь, не стыдясь, тем настоящим коммунистам, кто слов на ветер не бросал, кто партбилет с душою чистой одной лишь смерти отдавал. Всем им, доверчивым и страстным, уже ушедшим и живым, и тем пронзительно прекрасным годам, теперь уже былым. Настанут лучше, быть может, ведь жизнь на месте не стоит, но совесть почему-то гложет, а сердце памяти болит.